Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что у него к вам поменялось. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте ему вопрос. Милый дорогой, что у тебя ко мне поменялось, изменилось? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Знак бесконечности. Видите? Ох, чувствую, жаркая будет отсыпка. Да что у него? Все у него к вам поменялось. Абсолютно все. Это как небо и земля, понимаете? Все поменялось. Какое-то событие недавно произошло между вами. Что-то произошло, как будто бы, я не знаю, метеорит упал и прямо ему на голову. И все поменялось. Вот прям разом все поменялось. Он до сих пор в себя не может прийти. Я сейчас на оракуле еще кое-что досмотрю, да, чтобы у меня четкая картинка случилась, сложилась. Потому что здесь прям знак бесконечности, девчонки. Ну что тут можно сказать? И он, видите, готов ползать у ваших ног. Как коленки сами подкашиваются, да? И он ползет в вашу сторону. Что за событие? Прям интересно, что между вами произошло, что случилось. Прям метеорит и прям в голову ему ударил. Ваша карта, леди. Ничего себе. Вы ушли, что ли, от него? Либо вы ему сказали, что уйдете? Что вы такое? Вы что-то сделали. Вот, это событие, это вы что-то сделали, что-то сказали. Ох, ничего себе, еще и башню ему показали. Так, девчонки, вы все разные, отсыпка у нас общая, гадание у нас общее. Но вижу я, что вы что-то такое сделали, либо сказали, что произвело эффект, я не знаю, там, ядерного взрыва. Да, мужчину тут размотало на вот такие крошечные молекулы. Судя по оракулам, вы тут и башню ему показали, и всадника. Типа, либо я от тебя уйду, да, либо я хочу серьезных отношений, либо я хочу серьезного мужчину. Что-то вы такое сказали. Может быть, даже в шутку сказали, а его действительно размотало после ваших слов. А ну-ка, сейчас еще один момент. Ой, ну судьба, конечно, судьба. Ой, как вы его. Смотрите, сразу уверовал, что вы его судьба, что никто ему по саду не нужен, кроме вас. И с вами именно якорь он хочет бросить. Ну надо же. Какая вы умница. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы ему сказали, что вы сделали, что его вот так сильно впечатлило. Да вы что? Ну прямо и дерево, и корабли. Не, девчонки, все. Вы его просто горяченьким взяли. Какая вы крутая. Какая же вы крутая. Смотрите, давайте я начну с прошлого. Ваши отношения, какими они были? Вам этот мужчина симпатичен, нравился, сразу понравился? Может быть, вот с первого взгляда, да, вот прям к нему что-то почувствовали, что это ваш человек. Но он при этом вел себя, как будто бы он, мальчишка, да, в пубертате, там, лет 14-16.
То есть он был капризный, он был взбалмошный, там сегодня люблю, не могу, на завтра он там устал, заболел, пропал, да, позволял себе такое, знаете, легкое поверхностное отношение к вам. Ему, конечно, с вами было приятно, но он и подумать не мог, чтобы вот взять там и жениться, либо там в серьезные рельсы перевести ваши отношения. Да, вы были ему приятны, да, были очень симпатичны, да, вы его очень возбуждали. Ну и все, и точка, понимаете, точка. У вас же сразу были на него серьезные взгляды, вы его сразу оценили как достойного, прям, ну, какое-то родство к нему почувствовали. Вижу, что раньше вы к нему очень серьезно относились, а он к вам нет. Но в процессе вот ваших отношений, в процессе вот этой всей, извините, игры в прятки, в догонялки, в салки, как хочешь, так и называй, да, вот он именно играл. Вы устали, вы реально устали. Вы в какой-то момент себе сказали: стоп, а чем это я тут занимаюсь, да? Зачем мне нужно бегать за этим, извините, мальчишкой? Может, правда, он моложе, чем вы, а может быть, он ведет себя действительно как мальчишка. И вы такая: ну нет, в такие игры я не играю. Я себя, извините, не на улице нашла. Я все-таки гордость имею, да, и женщина я независимая, самостоятельная. Господи, да я с десяток таких сейчас вот пойду и просто вот найду. Да, в любом месте, там, в любую кафешку зайду и с десяток таких мужичков себе наловлю. Вот, вы резко к нему поменялись, либо ему резко что-то высказали. Ну, еще и плюс показали, внешне показали, да, что вот я себе цену знаю. Не играй со мной, не шути. У меня таких еще, как ты, пачками будет. Вот. И это на него произвело вот такое мощное впечатление. Ну, как обухом по голове, да. Прям взяли, как дали еще и со спины. Голова закружилась, дыхание перехватило, в глазах потемнело. Прям мощно вы его делом, либо словом. Вот либо так, опять же, вы разные. Мужчина до сих пор еще в себя до конца не пришел. Он все еще, у него там в голове звенят ваши слова. Все еще пытается это все осмыслить. Ему почему-то так страшно стало, что вот если вы действительно там уйдете, другого найдете, если он вас больше никогда не увидит, не сможет к вам, вернее, никогда прикоснуться, и он такой: блин, а что я буду делать, а как я буду жить без нее? Да? Вдруг он очень остро осознал, что именно вы ему нужны, что именно вы женщина всей его жизни. И вот поэтому он тут знак бесконечности у вас 8 перевернутую нарисовал. Да, девочки, да. Тут ему и серп, и вон, смотрите, палка такая по голове прилетела. Как-то вот разом все это произошло. Почва из-под ног ушла, все зашаталось. Да, как вы его сделали, а? Он вас буквой А в центр поставил, то есть самая важная, самая главная персона в его жизни. Сам тут еще в себя никак прийти не может, опомниться, мысли хотя бы хоть как-то собрать. Но понимание, что если вы его там оставите, покинете, и жизнь его на этом закончится, оно четко пришло, очень четко пришло. Может, и правда вы сейчас с ним поссорились, и он сейчас сидит там, себе руки заламывает, да, ногти грызет и весь в истерике бьется, в конвульсиях, да, что все потерял, такую женщину потерял, и что мне делать? Ну, а может, просто вы, вот вы сказали, да, и он начал это все переваривать, ужаснулся, испугался. И вот сразу это понимание пришло, да, кто вы есть в его жизни, что вы самая важная и любимая женщина. Вы правильно себя позиционировать стали. Вот если бы изначально так все было, девчонки, у вас бы все по другому сценарию пошло. Абсолютно по-другому. Но что было, то прошло, назад уже времени не отмотаешь. Главное, что вы сейчас себя обозначили, свою позицию, свои мысли обозначили. Правильно вы все сделали. Теперь вам нужно немножко подождать. Сейчас он как в себя придет, залижет раны, и он начнет действовать, девчонки. В прямом смысле слова, он начнет действовать.
Если раньше вы от него ждали, когда же он там что-то серьезное вам будет предлагать, а он там, знаете, набоковал, там туда-сюда вилял, то теперь он вас будет ходить и на серьезное уговаривать. Там вместе жить, пожениться, завести ребенка. Об этом он будет теперь вам говорить. Прям, да, не на шутку испугался, что вас потеряет. Ну, либо вы к другому уйдете. А может быть, вы его, правда, на ревность провоцировали. Может быть и так. Да, но вот вижу, что он испуган. Испуган и не в себе находится. Но уже четко порисовал, что вы для него женщина номер один. Именно с вами он хочет быть. Именно вы ему нужны. Что поменялось? Все поменялось, девочки, все поменялось. И поменялось в лучшую сторону. Это я вам серьезно говорю. Так, а ну-ка еще один момент хочу посмотреть. Я вижу, что он вам предлагает. И предлагает прям целый рог изобилия. А вы почему-то отвернулись, брать не хотите этот рог изобилия. Вот видите, вот он, вот он рог изобилия, вы в вашу сторону повернут. А вы стоите спиной, вы отвернулись. Тут хочу разобраться. То ли вы, правда, решили с ним покончить, уйти от него, да, больше не давать ему шансов. Ну, то ли вы его таким образом будете дальше воспитывать, муштровать. И так может отыграться. Звезда, правильно. Вы теперь заняли очень правильную позицию, позицию звезды. Да, вы от него отстранились. Как трудно ему теперь будет вас вернуть, либо добиться вашего расположения. Да, уже все, не пройдет его эта игра. То, как раньше он мог прийти, там, поулыбаться, цветочки принести, уже это не пройдет. Теперь нужно более какие-то серьезные меры предпринимать, действия в вашу сторону. Чем больше вы его от себя отгоняете, тем сильнее любовь его становится. Да. Не, ну вы крутая. Вот как ни крути, вы крутая. Даже если вы все это сделали интуитивно, не желая таких последствий, вы очень крутая. Вы такой шанс оторвали. Да, девчонки, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Доведете вы его до отчаяния, и он прям пойдет на крайние меры. Все и сразу вам будут предлагать. И вплоть до того, что, я не знаю, там похитит и в ЗАГС отвезет насильственным образом. Шучу, конечно, но тем не менее. Очень на это похоже. Да, теперь ваше время пришло. Ваше время с ним поиграть. Но ваша игра, она очень удачная, и именно вашим выигрышем закончится. А мужчина здесь уже, с одной стороны, и проигравший, а с другой стороны, он и рад. Он и рад, что он проиграл. Он и рад, что он наконец-таки прозрел, кто вы есть и насколько вы ценны в его жизни. Стрелка на вас все-таки идет, девчонки. Все-таки на вас. Это ваша партия, это ваша игра. И вижу, что вы в нее выиграете. По-другому здесь быть и не может. Поменьше ему там подыгрывайте и почаще, либо как-то поострее сопротивляйтесь. Это его только лишь будет раззадоривать, распаливать. А теперь отношения ваши будут набирать обороты, причем мужчина будет эти все обороты накручивать. А вы, девчонки, очень правильно себя покажете. Вы молодец, я вами горжусь. Вот почаще бы девочки так поступали с мужчинами, меньше было бы несчастных людей в мире. Вижу, что все у вас будет хорошо. Вижу, что вы его правильно дрессируете, воспитываете. С него прекрасный муж получится. Просто замечательный, самый лучший. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.